где стройка, там и мы. Это как саперы. Этим девизом руководствуются республиканские строители. Где-то они сами возводят объекты, а где выполняют роль надзирающего органа. Об итогах 2020-го рассказывает руководитель Минстроя Ингушетии Микаил Балахоев. Честно сказать, мы не ожидали этого. Сегодня с учетом того, что у нас в республике происходит, пандемия, у нас на треть, не то что на треть, на 3 раза сократилось рабочих. Ситуация в республике очень сложная. Но, тем не менее, я считаю лично, я не знаю, кто как это будет для себя оценивать. Я считаю, сегодня Минстрой справился с республикой, правительство в целом. Благодаря правительству, помощи правительству, благодаря помощи главы, непосредственно его участию, акцентирование на нацпроектах, мы сегодня очень много добились. Сегодня я могу сказать. Фокус Минстроя в 2020-м был направлен на объекты, которые входят в число 12 нацпроектов. Строительство 28 объектов из 39 завершены. Это детские сады, школы, медучреждения, спорткомплексы, общественные территории. Нацпроекты должны улучшить качество жизни миллионов человек по всей стране. Так, в рамках проекта формирования современной городской среды в 2020 году на территории республики завершены работы по благоустройству 43 общественных территорий. Люди радуются в каждом сельском поселении, в районе, в городе. Вы сами наблюдали, видели, сколько оно преображается. Людям пройтись, отдохнуть, сесть, поговорить, встретиться. Места уже у нас появляются. В рамках реализации программы «Городская среда» строятся скверы, парки, дороги. Вот и в Карабулаке летом 2020-го полностью обновился парк ветеранов. В центре установили фонтан, а неподалеку детскую игровую площадку. А всю территорию парка огородили забором. Высадили саженцы и цветы, поставили скамейки. Этот сквер был реконструирован полностью, то есть говорить о том, что он был благоустроен, наверное, неправильно. Он сделан буквально с нуля, потому что был в очень плачевном состоянии, запущенном. Не обходит стороной программа «Сельские поселения и городские округа». Так, в сельском поселении Гамурзиева завершена реконструкция старинного родника. Около 170 лет непрерывно он является источником чистой питьевой воды. Рабочие трудились 3 месяца, чтобы обновить эстетический вид водного объекта. Место, которое притягивает жителей Гамурзиева около 170 лет, сегодня празднует свой 2-й день рождения. Теперь на территории родника можно не только выпить чистую воду, но и провести свой досуг. Кстати, вода здесь холодная круглый год. От прежнего объекта остались только источники. Здесь появились новые лавочки, 2 навеса. Везде предусмотрели освещение. Около гектара территории родника сейчас просто не узнать. По периметру всего объекта построили новый забор. Отныне животным сюда вход закрыт. Каждый ход амалию дичкана новый хамаш хамаяли стройматериал хоза хадиш лампажи гай хоз далса дол дэгди хача я бог бер бахкачар маснины. При строительстве родника учли все особенности национального колорита. Отделка здесь из декоративного камня. В старину родники выглядели именно так. Это место успели облюбовать местные жители. Особенно много здесь молодежи. Очень красивое место, как по мне. Эстетичное, красивое. Возможно, поболтать там на скамейках, посидеть после школы, учеба, отдохнуть здесь. В рамках той же программы преобразилась и центральная улица сельского поселения Алхасты. Новое освещение и скамейки радует как местных жителей, так и гостей. Зина Белхароева переживала за школьников, которые вечером возвращаются после учебы по темной улице. Даже мы на определенное расстояние разбили весь промежуток, который благоустраивается, и через определенное время, чтобы люди могли, идя по тротуару там со школы, с мечети, чтобы могли присесть, отдохнуть.
В 2020-м Минстрой принимал участие и в строительстве спортивных объектов. В сельском поселении Мужичи проходит реконструкция спортивной базы отдыха. Объект возведен более 50 лет назад. Вдохнуть новую жизнь в спортцентр удалось благодаря федеральной программе. Здесь реконструируют жилые и административные здания. Все это позволит существенно улучшить условия для спортсменов. Городок получился там для спортсменов. Это проживание, это отдых. Это спорт, и это и природа. Там. У нас глава республики Махмуд Али Макшарипович очень внимательно следил с первого дня за этими двумя объектами. Ну, в том числе и нацпроект, он особый укор делает. На то, что это программа президента Российской Федерации, это отчет, это ответственность руководителя. Поэтому у нас не было времени, днем и ночью, как говорится, без выходных работали на объектах. Душевые, раздевалки, комнаты для досуга спортсменов и просто отдыхающих. Каждое здание обеспечено новым оборудованием. Обновлена сауна, котельная и столовая. В ней заменили все столы и стулья, а пункт раздачи и пищеблок полностью укомплектован новыми жарочными шкафами и печами. Безусловно, база соответствует всем стандартам, все позиции здесь учтены. Начиная с пищеблока, заканчивая спальными номерами. То есть максимально мы постарались создать комфортные условия, привести эту базу в порядок, чтобы она сегодня могла конкурировать со самыми высокими учебно-тренировочными центрами. В марте 2020-го также началось строительство нового корпуса для Дома ветеранов в сельском поселении Сурхахи. Новый 4-этажный корпус был просто необходим. Желающих отдохнуть с каждым годом становится больше. Новый объект не только увеличит вместимость Дома ветеранов, но и предоставит жителям 70 рабочих мест. Мы все рады, что новый корпус. Там, по крайней мере, будут и условия другие. Там на каждого, места двухместные номера, там двухместные будут. Тут у нас были и 3, и 4-местные номера, а там все номера двухместные. Число желающих посетить санаторий растет с каждым годом, но коек только 36. Иногда администрации приходилось селить в одну комнату, рассчитанную на 3 человека, по 4 и 5. В тесноте да не в обиде, но для постояльцев о комфорте не было и речи, не говоря уже об очередях в ванных комнатах и обед в 2 смены. Площадь нового корпуса 4500 квадратных метров, плюс цокольный. Там оборудуют прачечную, морозильную камеру, пищеблок с мясным, рыбным и овощным цехами. Первые 2 этажа отведены под процедурные кабинеты, а на 3-м и 4-м будут гостиничные номера на 50 человек. Мы сейчас готовы хоть куда, хоть вот здесь 6-го этажа нету, я уже готов хоть на 6-й этаж. Где уже, как говорится, кстати, даже не знаю. А теперь о новоселье, которого ждут до сих пор. Строительство дома для жителей улицы Базоркина в Малгобеке началось в 2016-м. Однако ряд причин мешают жителям заехать в свои квартиры. Менялись подрядчики и не хватало средств для завершения строительных работ. Скитание по съемным квартирам, несбыточные мечты о собственной крыше над головой – все это стало неотъемлемой частью жизни для жильцов многоквартирных домов Малгобека. Очень тяжело, это не передать словами, на самом деле. Это на нерв очень столько проблем бывает, когда, видишь, они не оплачивали нам Минстрой, ну, не систематически, там по 3, по 4, по 5 месяцев было, не выплачивали. Это же, когда ты живешь на зарплату, на пенсию, это, как сказать, проблемно. Магомед Аушев вместе с другими жильцами должен был заселиться в этот многоквартирный дом по улице Базоркина, 56. Минстрой Ингушетии заключил договор долевого строительства с подрядной организацией «Сармат». Минстрой в рамках программы переселения из ветхого жилья получил на покупку квартир 44 миллиона. Из них 28 были переданы подрядчику для начала возведения объекта. Правда, израсходовав полученные средства, подрядчик приостановил строительство, ссылаясь на отсутствие собственных денег. Вскоре с ним начались судебные разбирательства. Правда, это жителей не утешает. Новоселье это так и не принесло. В 2012 году еще выселили. На сегодняшний день 95-98% мы со своими силами, средствами правительства республики и Минстрой желает этого докончить их. Мы 95-98% уже эти 2 дома заканчиваем. Деньги были там проплачены, а ныне вот и там. Махмуд Али Макшарипович сказал, назад не оглядываться. То, что у нас есть, это наше. Поэтому у нас подход такой.
Мы жаловаться не можем. То, что было, было. Это, я скажу просто по-человечески, скажу как строитель. Вина в большинстве – это строители. Безответственность, бесчеловечность. Поэтому у нас нет возможности оглядываться назад, и нам нужно вперед идти. Люди в старых домах живут буквально в экстремальных условиях. Забитые дымоходы, нет ни отопления, ни горячей воды. Все это сопровождается полной антисанитарией. И даже просто искупаться для людей – нелегкая задача. В этой квартире, в этой комнате двое угорели, она угорела. Вызывали скорую помощь. И женщина здесь жила. Она там умерла, Вот. как это, то есть, как пацан ее спас. Ее спас Сын, да? пацан. Маленький мальчишка с ней здесь ночевал. А в чем причина? Почему? А потому что топили, а Тяги дымоходы, забитые дымоходы. Гари туда нет, все сюда выбивало. Стены до потолка черные. Мы же подбеливаем, белим. Всего нужно переселить 44 семьи, проживающие в аварийных домах в Малгобеке. Ну а пока все правовые вопросы решаются, люди продолжают терпеть неудобства. Переселение жильцов из ветхих домов Малгобека пока вопрос открытый. Чтобы впредь не было подобных случаев задержки, в Минстрое планируют ввести учет подрядчиков, которые не выполняют свои обязательства. Не справился, ушел в черный список. И больше в тендере не участвуешь. Расторгли 2 контракта. Это психоневрологический, это решение правительства было, и администрация президента Блок. Вы его сами видите, когда сколько раз были. Вот мы сейчас мы разыграли контракт по психоневрологический, сегодняшний уже день уже имеем контрактодержателя, подрядчика. Он уже приступил к работе и начал. И корпус главы администрации тоже, вот сейчас видели, вот, уже начали работать. Есть подрядчики такие безответственные. У нас около 36 подрядчиков, которые в черном списке. Это в большинстве своем 4 главных подрядчика, это по 110 га первому, второму. Там у нас очень сложная ситуация. Почему? Потому что субподрядчики свою работу, какую-то часть делали за свои деньги, генподрядчик не платил. Есть судебные, до конца судебных решений нет. Есть иски предъявлены, документы все изъяты у Минстроя СКФО. Мы ведем эту работу. 2020 год для Минстроя Ингушетии был не таким насыщенным, как хотелось, сказались последствия пандемии. А вот какие планы на 2021 делится Микаил Балахоев. Планы на будущий год, особенно по нацпроектам, сейчас же до 30 года нацпроекты продлили же. Мы идем сейчас опережающим. 10 школ уже, 9 разыграли, уже работают, выполнение есть. Плюс 6 школ 2021 года. Одну школу мы уже разыграли 2021 года. И еще плюс есть 7 садиков. У нас порядка получается около 22 до 30 объектов на будущий год, новых объектов. Далее поговорим о строительстве дорог в республике. За 2020 год за счет Дорожного фонда региона и субсидий федерального бюджета проведены работы на 17 дорогах республики, а именно ремонт 7 и реконструкция 10. Всего в Ингушетии отремонтировали почти 70 километров. Самый большой участок – это дорога, соединяющая Малгобек и Вежери-Юрт. Ее построили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Протяженность этой дороги почти 12 километров. Из них порядка 3 проходят по лесному массиву. Барьерное ограждение, остановки, разметки – все как и положено. Старая дорога была построена еще во времена Второй мировой войны. Здесь лежала каменная брусчатка, на некоторых участках просто земляное полотно. Отсутствие качественной дороги ощутимо усложняло жителям путь до административного центра, расположенных там важных социальных объектов и других сел района. А вызов скорой помощи занимал целую вечность. С просьбой проложить асфальт сельчане обратились к главе республики. Ждать пришлось недолго. Дорогу построили за 3 месяца. Хочу поздравить вас. В действительности такой объем работы, который сделало управление Автодора Республики Ингушетия, это благодаря рабочим, которые стоят. Эта дорога, она дала новую страницу жизни
село Вежери. И я вам честно скажу, когда я первый раз ехал, мне это село настолько понравилось, и по дороге, вот сейчас вот когда из окна смотришь, там настолько красиво, пока даже едешь. А когда подъезжаешь к вам, это, наверное, одно из красивейших сел в Республике Ингушетия. Далее остановимся на участке автодороги, ведущей от федеральной трассы в село Барсуки. Ее теперь просто не узнать. Новое асфальтное покрытие, дорожная разметка, барьерное ограждение, тротуары для пешеходов, благоустройство обочин, установка бордюров и, главное, все работы выполнены с учетом требований местности. Там тоже была непростая дорога. Раньше мы знаем, что там было очень тяжело. Тяжелый был проезд в связи с тем, что особенно в зимнее время. Вот, знаем, что там находится школа, вот, и детям очень тяжело добираться. Я имею в виду, опасно добираться. Поэтому нами там были установлены также ограждения в виде колесоотбойного бруса. Вот. Также для удобства водителей был расширен проезд через речку Назранка. Вот, там было, значит, уширение до 18 метров. Пропускные трубы были уложены. Значит, были устройства тротуаров у нас, почти 4 километра выходит по этой дороге. Вот. Но сегодня, на самом деле, мы видим эту дорогу. Разметка у нас там была из пластика. А это уже кадры, где работники Ингушавтодора завершают последние этапы реконструкции дороги по улице Коммунальная в Назрани. Долгое время этот участок доставлял много хлопот автолюбителям. Ямы, разметка то есть, то нет, и особенно лежачие полицейские. Все эти проблемы позади. Помимо основных работ, за счет дополнительных средств здесь благоустроили тротуарную дорожку для удобства пешеходов. На очереди Малгобекский район. Там все продолжается реконструкция автомобильной дороги Назрань-Малгобек, Нижний Курб-Терек. С каждым участком дорожники все ближе к завершению. Мы сделали это 42-52. Это у нас получается 10,4 километра. Эту дорогу мы полностью, этот участок дороги мы полностью отремонтировали. Если говорить, чтобы поняли зрители, то это начиная от круга Малгобек, Вознесеновская, Грозный, до так называемого танка. Значит, дальше идет у нас вторая очередь. Это очередь уже от танка до самого города Малгобек и даже за Малгобек. Она протяженностью у нас 7,6 километра. Сейчас, на сегодняшний день, заключен контракт, чтобы эту дорогу до нашей границы в сторону Кабардино-Балкарии сделать. Уже работы подготовительные вовсю идут, там снимается полотно, уже укладка идет дорожной одежды в виде песчано-гравийной смеси. Не обошли стороной и дороги Горного Джаравского района. Там продолжается реконструкция дороги Нестеровская-Чми. То, что было и то, что есть, это разница, конечно, большая. Машина идет, не едет, а плывет, как говорится, гладкая, ровно. Чувствуется, что асфальт качество вроде бы нормально. А раньше тут был асфальт всего шириной 7 метров, а теперь 8 метров. В 2020 году главный объект дорожного строительства – реконструкция 26-километрового участка федеральной трассы «Кавказ». 3 развязки позволят разделить транзитные и внутренние транспортные потоки, строить дорожную артерию по участкам. Часть из них уже расширили до 4 полос. Скоро привычные пробки будут забыты, а риск попадания в ДТП снизится до минимума. В прошлом и длинные заторы на Магазском круге. Движение открыто. А какой будет развязка строительства всего ингушского участка, покажет год 2021. Муслим Ганиев, Магомед Белакиев. Новости 24.